Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. В последние годы телефонное мошенничество начало бурно развиваться не только в Якутии, но и по всей России. Статистика неутешительная. Мы уже говорили, что только в прошлом году сумма украденных у якутян денег составила 255 миллионов 700 тысяч рублей. Почти каждую неделю мы узнаем о новых жертвах телефонных мошенников. Несмотря на то, что мы в средствах массовой информации громко озвучиваем проблему, количество пострадавших от действий мошенников не становится меньше. Мне позвонили, и дочь сообщила, что она попала в аварию, в которой пострадала она и водитель. Водитель находится в реанимации, и для этого нужно было оплатить 800 тысяч рублей. Таких денег у меня нет. Но когда она стала составлять акты, и беседа со мной уже прекратилась, я ухитрилась повесить трубку, набрать номер дочери, где она проживает, и узнать, дома она или нет. Дочь оказалась дома. В общем, и, короче говоря, через минут 10-15, не больше, вся эта противная история закончилась. Неделю назад позвонили с неизвестного номера, предложили заняться инвестицией. Я согласился. Надо попробовать, сказал. Так как стартовых денег у меня не было, предложили мне оформить кредит. Пошел, оформил в банке, перечислил им. Перечислил я не им, а обменнику, обменный центр. Сумма ущерба в районе 7,5 миллионов. Сегодня мы решили еще раз поговорить на эту тему и пригласили первого заместителя прокурора Республики Саха-Якутия Сергея Анатольевича Губина. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день. Вот мы в своей передаче, как уже говорили, несколько раз говорили на эту тему и приглашали правоохранительные органы, также и Национальный банк у нас был в гостях. Но почему-то растет и количество пострадавших, и украденных сумм, да? Украденная сумма растет. Вот. Всего в России в прошлом году, как показывает статистика, злоумышленникам удалось украсть у банковских клиентов 14 миллиардов рублей. А недавно в Якутске мы слышали печальную историю, да, что пожилой пенсионер, оформив кредит мошенникам, не выдержал стресс и покончил с собой. А он оформил 1 800 000 тысяч рублей. Вот. Другой случай, буквально на днях в конце апреля в Удачном тоже женщине позвонили с номера, где отображался логотип банка ВТБ. Также обманным путем мошенники заставили ее оформить кредит на 2 700 000 рублей. Она аж 13 раз по 200 тысяч и один раз 100 тысяч рублей сняла и направила мошенникам. В этот же день госслужащая также доверилась аферистам и перевела 1 138 000 рублей. В Якутске медсестра после телефонного разговора с мошенниками перевела им более 2 миллионов рублей, якобы на безопасный счет. Но это просто мистика какая-то, да? Не знаю, по данным МВД Республики, в апреле этого года за 2 дня жертвами телефонных мошенников стали 14 якутян на сумму более 7 миллионов рублей. Возраст составляет от 22 до 84 лет. Среди них медработники, даже госслужащие, студенты, учитель, что же говорить о пенсионерах и рабочих, да? Даже научный сотрудник СОРА. Сергей Анатольевич, на данный момент у нас какова статистика есть у нас за 4 месяца? Спасибо. Прежде чем мы начнем нашу беседу, я хотел бы сделать такое важное сообщение для жителей республики. Уважаемые жители, если к вам поступает телефонный звонок, и вам сообщают о том, что ваши деньги находятся в опасной ситуации, что на вас оформляются какие-то кредиты и необходимо произвести какие-то действия, вы со спокойной душой положите телефонную трубку и не отвечайте. Почему? Потому что если
преступники взламывают системы банков, то это будет ответственность банка. То есть не вы понесете материальную ответственность. Если же вы вступите в разговор с данными лицами и начнете производить какие-то манипуляции, передавать коды и активно участвовать в получении онлайн-кредитов и другие действия, то материальная ответственность полностью ложится на вас. Поэтому еще раз говорю, если к вам поступает звонок и вам сообщают о том, что на вас кредит оформляется, списывают ваши средства без вашего участия, без вашего согласия, здесь надо быть спокойным, это ответственность материальная банка. Но если даже все-таки какой-то страх определенный, естественно, присутствует, то все равно положите трубку и наберите номер телефона обычный, который у вас на банковской карточке изображен. На каждой банковской карточке сверху есть номер телефона, и свяжитесь с оператором и уточните. Тогда вы выйдете на реального оператора, а не на телефонного, так скажем, мошенника, потому что вот этот способ, который в последнее время присутствует, он один из самых таких распространенных. Вот поэтому вот такой прям совет, просьба и даже такой крик души, потому что вот мы очень часто сталкиваемся именно в последнее время с таким способом. Что касается статистики, у нас за 4 прошедших месяца по количеству совершенных преступлений примерно те же самые цифры, именно по телефонным мошенникам. Это 476 преступлений, в прошлом периоде 497, но на 20% выросла сумма причиненного ущерба нашим гражданам. Это 223 миллиона рублей потеряли граждане только за 4 месяца. Да. Значит, у нас зафиксированы факты. Самая крупная потеря, это у нас порядка 12 миллионов потерял наш гражданин. В прошлом году эта сумма составляла за 4 месяца 182 миллионов рублей. То есть вот налицо увеличение суммы потери гражданам денег. И как раз люди теряют крупные суммы именно вот с того, с чего я начал. Вот по такой информации люди, как вы говорите, вот невозможно объяснить, почему так действуют. Но, на мой взгляд, здесь движет страх определенный. Страх потерять свои деньги, и люди начинают, вступают в небольшое общение с мошенниками, и дальше уже развивается там диалог, производятся какие-то действия, оформление онлайн-кредитов, и люди перечисляют большие суммы мошенникам, даже не имея каких-то накоплений. То есть просто элементарно берут кредиты, нередко это онлайн-кредиты, которые, ну, на мой взгляд, к сожалению, наверное, может быть, для экономики это и какая-то польза и присутствует, но для конкретных вот людей, которые потерпели, так скажем, ущерб, это вот проблема выдачи онлайн-кредитов через там, один клик, грубо говоря. Признаки телефонного мошенничества. Мошенники на вас выходят сами. Разговор касается денег или вашей банковской карты. Делают выгодное предложение или пугают. Морально давят, требуют принять решение немедленно. Запрашивают информацию о банковской карте. Если вы будете всегда помнить об этих признаках, то вне зависимости от хитрости и новизны мошеннической схемы вы не попадете в расставленные сети. Мы как-то вот говорили, что в группе риска не только вот пенсионеры, да, а также наиболее подверженными к обманам, оказывается, являются даже молодые люди. Вот, от 30 до 50 лет нам сказали. Около половины всех пострадавших относятся именно вот к данной возрастной категории. Да. А портрет потенциально потерпевшего — это достаточно молодые вот служащие, ребята, которые вот разбираются в сети интернет, очень даже, ну, вот, достаточно благополучные, с хорошей кредитной историей, чтобы иметь возможность оформить вот, ну, займы, да, какие-то, видимо, на крупную сумму. Все же вот кто чаще становится жертвой такого преступления? Ну, я подтверждаю, как вы сказали, что 50% это люди молодого возраста. Если раньше по статистике еще 5, 7, 10 лет назад в основном жертвами таких мошенников у нас были все-таки пожилые люди, когда поступал звонок, сообщали, что родственник попал в какую-то тяжелую ситуацию, либо в уголовное преследование, либо совершил ДТП, срочно нужна помощь, и, ну, понятен душевный порыв любого человека помочь внуку, родственнику и так далее. Люди вот, пожилые снимали свои накопления, перечисляли. Вот это был, наверное, один из самых распространенных способов. Он, конечно, не отошел куда-то в историю, его стало значительно меньше. Но здесь, опять же, такой совет. Если вам позвонили, сообщают о такой проблеме, вы наберите этому человеку, о котором идет речь, и спросите, у тебя есть ли проблемы или нет. Вот. Но в последнее время
очень широкий спектр людей разных возрастов. И, кстати, пожилые, они уже там занимают, которым больше 60 лет, там, по-моему, 14,7% эти потерпевшие. Да? И молодые люди, и среднего возраста, и по профессии это и интеллигенция, служащие, рабочие. То есть на уловки мошенников фактически нельзя выделить вот прям какую-то конкретную социальную группу, профессию или интеллектуальный уровень развития. То есть попадают все буквально вот в практике, не в этом регионе, в другом регионе. У меня был пример, когда жертвой стал сотрудник правоохранительного органа, который занимался этой тематикой, который неоднократно проводил воспитательную работу среди личного состава, доводил способы таких телефонных мошенников и там стал жертвой. Да, когда спросили, он не смог объяснить. Вот, та же схема, ваши деньги в опасности, включается страх какой-то, дальше используют какие-то методы, по-видимому, значит, данные лица, которые... Часто люди говорят, мы не понимали, что мы делали. То есть на уровне психологии получается? Да, на уровне психологии как-то включается, не знаю, там, возможно ли гипноз по телефону, но, на мой взгляд, мое личное мнение, что вот мотивом вторжения в такое сознание это вот страх. То есть сообщают, да, у человека крупная сумма, она в опасности, и здесь уже какой-то элемент рассудка отключается, и люди вот, начинают суетиться. И самое странное, что вот выполняют команды даже безмотивные, снимают крупные суммы денег, пачки денег переносят в банкомат, начинают погружать этот банкомат, подходят знакомые, там, сотрудники правоохранительных органов, и чуть ли не конфликт происходит. Отстаньте, я спасаю свои деньги. Вот, необъяснимо. И потом спрашиваешь, зачем вы так поступали, люди объяснить не могут. Но еще раз говорю, почему я начал вот сначала. Это страх. Это страх я пытаюсь развеять. Это ответственность банка. То есть, если ваши деньги вдруг стали там под угрозой потери из-за плохой работы систем безопасности банка, то это не проблема гражданина, это проблема банка. Ну вот из истории, опять же, одной женщины, да, она хотела выплачивать, она не хотела выплачивать кредит, так как она фактически не брала. Вот, но долг начал расти. Все же, да, мошенников не нашли, и в итоге сумма осталась значительной. Вот, и самое главное, кредит взяли в Воронеже, в другом городе, а женщина живет в Якутске. И вот насчет вот как бы этого кредита все-таки возникает логический вопрос. Почему вот женщина, проживающая в Якутии, ну как-то вот оформила кредит в Воронеже? То есть я вот опять же в связи с этим хочу спросить, какие вообще вот основные способы хищения применяются мошенниками? Ну, отвечая на первый вопрос, каждое дело конкретно надо разбираться и подходить к фактуре, почему кредит был оформлен в Воронеже и какая ответственность здесь банка, какая гражданина. Но если у нас сейчас все опутано с современными информационно-телекоммуникационными системами, да, и если гражданин сам через нажатие в онлайн-приложение каких-то определенных последовательностей операций произвел получение кредита и его перечисления, то здесь банки несут ответственность. То есть человек сам берет кредит и сам осуществляет перечисление либо безналичное, а зачастую наличное. То есть получает наличные деньги в Сбербанке, переносит их там в банкомат ВТБ, и вот эти пачки денег буквально вот перемещаются. Поэтому здесь как бы с позиции гражданского законодательства претензий к банкам тяжело предъявлять. Вот. А если, еще раз говорю, это была схема по Воронежу, просто детально неизвестная ситуация, если там было связано получение кредита без участия этого человека, то в данном случае через суд можно отставить свое право, и не будет человек нести, если он личного участия в получении этого кредита не принимал. Вот, да. Отвечая на второй вопрос, что касается способов мошенничества, в принципе, первый способ я уже частично раскрыл, и последний год и последние месяцы самые крупные потери идут именно от такого сообщения о том, звонок от банка, причем обладает личными данными людей, обращается к человеку сразу по имени, отчеству называет, что сразу в какой-то мере человека подкупает, когда ему обращаются, оперируют
знанием о том, что в этом банке находятся какие-то суммы. Но скажем так, что у нас большое покрытие Сбербанка, и когда он обращается, у человека в 70-60% случаев есть счет в Сбербанке. И, соответственно, дальше уже идет беседа. Руководство этим человеком, ему предлагают провести манипуляции, перевести деньги на безопасный счет, либо, что нелогично, чтобы спасти какую-то сумму денег, предлагают получить кредит, онлайн-кредит. Если онлайн-кредит не был доступен, предлагают пойти лично получить его в отделении Сбербанка, причем инструктируют о том, что идет некая спецоперация, что ваши деньги в опасности, замешаны местные сотрудники местного банка. Поэтому, когда получаете кредит, вы не говорите о том, что вы спасаете деньги, говорите, что просто на личные нужды. Мы проводим внутреннее расследование, и необходимо не разглашать информацию. И люди, доверяя этим разговорам, делают все эти манипуляции. Причем работают преступные группировки достаточно технически подкованные. Это, как правило, организованные преступные сообщества, дислоцирующиеся на Украине и в других зарубежных государствах, которые используют и подменные номера, и методы психологии. Звонок, когда осуществляется на заднем фоне, так скажем, звучит работа офиса, не просто телефонный звонок, а как будто где-то в кассе происходит какое-то движение, офис, работа, и у человека создается впечатление, что действительно он разговаривает с реальным сотрудником банка. Тут же происходит переключение на якобы сотрудников правоохранительных органов, представляются и сотрудниками МВД, ФСБ, и Следственного комитета. Звонит, да, сразу человек обрабатывает такая группа лиц с разными голосами, представляясь различными представителями, как правило, правоохранительных органов, Национального банка. И системы современные позволяют вводить звонок такой, который на определителе может определяться именно как официальная организация, Следственный комитет, ФСБ, либо Сбербанк, либо если это через приложение звонок, через WhatsApp приложение. В последнее время идут именно звонки через приложение, там, естественно, эти функции значительно расширены. Поэтому у человека скажется впечатление, что он действительно попал в какую-то проблему, тут же какой-то элемент запугивания, предупреждения о некой уголовной ответственности несуществующей, о том, что если будете разглашать, мы вас уже будем привлекать к уголовной ответственности. И вот так поэтапно человека запугивают, вводят в заблуждение, и он осуществляет перевод своих денег, сбережений, которые всю жизнь копил, и этих онлайн-кредитов. Это один из таких способов, который, так может быть, поподробнее раскрыл. Второй способ, который у нас крупные суммы люди денег теряют, это предложение игры на бирже. То есть это очень тоже в последнее время способ распространенный. Приведу пример. Один из работников добывающей промышленности с небольшим относительно доходом, имеющий уже ипотечный кредит в банке, в одном из банков, к нему поступает звонок и предлагают ему вложить $100 и, так скажем, получить какой-то доход. Человек начинает отказываться, потому что достаточно такой в этом плане аккуратный, молодой человек, 35 лет, его убеждают. Он говорит, зачем мне надо, у меня и так ипотека. Ему говорят, вы посмотрите, $100 на счет положите и посмотрите, какой будет доход. Он соглашается на предложение, $100 небольшая сумма. Переводит на счет, причем ему дают ссылку на приложение, он скачивает официальное приложение некой фондовой такой биржи, заводит его личный счет, и на этот счет он видит, что тут же онлайн поступает эти $100. В течение буквально вечера раскидывают по неким фирмам нефтяным, газовым, алмазным, которые приносят доход, и он уже
уже через буквально несколько часов видит, что сумма, согласно этому приложению, выросла на 50%. Было 100, стало $150. Ему в разговоре менеджер этой биржи предлагает: давайте, чтобы вы поняли, что это все правда, выведем $50, получите, и, значит, производит манипуляцию, ему поступает на счет реальных денег именно эквивалент $50. То есть человек видит, что да, действительно биржа, действительно я вложил, за вечер заработал 50% от суммы и получил, самое главное, свои реальные деньги, хотя не всю сумму, а всего лишь $150, да, то есть там мошенники не вкладывают своих денег во все эти операции. Человек уже заинтересован. Дальше происходят беседы, убеждение, что сколько ты будешь платить ипотеку, еще 20 лет, когда ты можешь в течение 3-4 месяцев полную сумму расплатиться. Значит, человек поясняет, что у меня денег нет, вот только это кредит. Давайте попробуем получить онлайн-кредиты. Значит, человек переходит на общение через Skype, включает демонстрацию экрана, и фактически им руководят и называют, какие суммы запросить кредиты, какое обоснование написать, грубо говоря, какую кнопку нажать, полностью руководят этим человеком. Человек эти манипуляции делает, уверенный, что он не получит кредит, потому что в этом банке у него уже есть ипотека, и доход у него там средний или ниже среднего. Делают заявку. По непонятным причинам банк выдает достаточно крупную сумму, 2 миллиона и 5 или 4 кредитов по 250 тысяч рублей. Там примерно такие суммы. Менеджер, так называемый фондовой биржи, говорит: ну вот видите, мы же получили, а вы переживали, что не получите. У человека уже как бы выбора не остается, то есть ему менеджер помог, и ему уже как бы не хватает силы воли сказать: нет, я все равно не буду вам переводить. То есть ему помогли этот кредит, и он всю сумму, значит, ложит на счет. И в онлайн-приложении наблюдает о том, что сумма поступила, менеджер согласовывает опять компании, в которые необходимо вложить деньги для роста доходности, и человек наблюдает в течение 2-3 дней, какой идет хороший рост у него. Продолжается этот рост. Потом идет обращение еще в несколько банков, там порядка 80 операций, 3-4 банка, из которых он получил кредитов. Сумма у него в итоге выросла до 7,5 миллионов рублей. Затем сам менеджер предлагает: все, вы заработали достаточную сумму денег, доходность там в процентах 200-300%, давайте будем выводить деньги. Он: давайте, конечно, будем выводить деньги. Ну все, приготовьтесь, скоро вы получите. Тут буквально через несколько часов поступает звонок от международной компании, которая говорит: у вас достаточно большая сумма денег на вашем биржевом счете, она у вас не застрахована. Мы блокируем ваше приложение, значит, вам необходимо перевести $1 миллион рублей страховки для того, чтобы мы вам разблокировали ваше приложение. Человек бежит уже не к банкам, а к друзьям, говорит: мне всего $1 миллион на 1 день нужен. Я вам отдам через день, вот, чтобы разблокировали. Переводит этот $1 миллион. Значит, затем следующая группа мошенников, сотрудники правоохранительных органов, обвиняют его по телефону, что вы занимаетесь легализацией денег, вводом денег из-за рубежа, называют несуществующей статью Уголовного кодекса Российской Федерации и тоже предлагают ему перевести некую сумму. И вот так опять несколько операций на выводе денег. Понятно, человек, что уже считает, что он заработал, что у него крупная сумма, и спасая эти деньги, он производит еще несколько вот таких вот манипуляций. И человек, не имея своих сбережений, имея только долговые обязательства, молодая семья фактически вот попала в такую кабалу. Вот это у нас второй такой способ мошенников, где люди теряют деньги. У нас в этом году уже самая крупная сумма была 12 миллионов, примерно вот из такого же разряда. Ну и, соответственно, другие способы, как у Остапа Бендера, сколько их там было, 400 способов честного отъема денег. То есть разные способы. Это, и как мы уже говорили, что родственник попал в беду, у него какая-то проблема. Это онлайн-покупки через сайты, когда происходит заинтересованность покупкой какого-то товара, продукта по заниженной цене и, соответственно, тоже перечисление какого-то аванса и так далее. Но здесь, конечно, суммы потерь достаточно
такие большие. Есть еще один из таких способов, где люди теряют свои сбережения крупные. Это фишинговые сайты, так называемые, когда человек пользуется не онлайн-приложением, защищенным в телефоне, а в компьютере входит на сайт и открывает не реальный сайт Сбербанка, там ВТБ банка, сайт-клон. Сайт-клон, который создан по образу подобию, вводит свой код-пароль. В эти окошки, естественно, ничего там не открывается, а преступники получают доступ к его коду и паролю. И они уже в течение там нескольких минут заходят уже они в его личный кабинет на реальный и осуществляют переводы его накоплений. Такие тоже операции, так скажем, имеют распространение, не такое большое, но они есть. Простые правила, которые помогут обеспечить свою безопасность и не стать жертвой телефонных мошенников. Не паникуйте, просто скажите, я вам перезвоню и завершите разговор. Возьмите паузу и не принимайте поспешных решений. Не сообщайте никому реквизиты карты, CVC, CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и пин-коды. Не переводите деньги на счета незнакомых вам людей. Не устанавливайте на смартфон приложения из непонятных источников. Чтобы прояснить ситуацию, самостоятельно перезванивайте на горячую линию банка или государственного ведомства по телефонам, указанных на их официальных сайтах. Установите программу, которая проверяет звонки и умеет блокировать спам-вызовы. Проверяйте информацию в официальных источниках. Сергей Анатольевич, а может быть причиной является вот оформление кредита дистанционно? Вообще вот когда человек, обычный гражданин, идет оформлять, допустим, потребительский, тот же простой какой-то кредит, он же бегает по инстанциям, собирает какие-то бумаги, да, идет лично, подписывает и получает деньги. А тут дистанционно просто оформляют. Да. Проще, может быть, подойти в банк и самому расписаться, ну, чтобы удостовериться. Я считаю, что это одна из причин вот таких крупных потерь гражданам, когда граждане путем нажатия кнопки, даже как в том примере, который я приводил, не обладая платежной способностью, получают такие крупные суммы денег. Естественно, если бы он пошел в банке была бы какая-то проведена там беседа, человек бы уже остыл на какое-то время и, возможно, не стал бы жертвой вот этих телефонных мошенников. Хотя есть примеры, опять же, о которых мы сегодня рассказывали, о женщине, когда женщина попыталась под руководством телефонных мошенников получить онлайн-кредит, банк отказал, а она, тем не менее, пошла, сама оформила этот кредит. Значит, ее убедили, что не надо говорить, на какие цели вы получаете, просто на бытовые цели. Не говорите о том, что ваши деньги в опасности, потому что в банке работают мошенники. Женщина и зрелый возраст, и жизненный опыт под страхом потери своих денег выполняет инструктаж этих преступников и получает в банке. Она получала несколько кредитов, там, вот по 200, да, по 250 тысяч. И на четвертый раз не кредиты, она снимала свои сбережения. Да, сбережения. Да, снимала свои сбережения. Уже на четвертый раз ей сотрудники банка сказали, она получала по 500 тысяч, сотрудники банка сказали, все, мы вам отказываем в выдаче, поскольку у вас идут сомнительные операции. Остыньте, подумайте, придете через 3 дня. Сейчас только выдадим вам ограниченную сумму денег. То есть она получила 100 или 200 тысяч, села в автобус, пока ехала и да, подумала и вот на этом этапе остановилась. Ну, я говорю, такие необъяснимые случаи, когда вот несколько часов, а несколько дней или недель вот под влиянием этих людей люди не родственникам не рассказывают, ни тем более сотрудникам правоохранительных органов не рассказывают о том, что они сейчас производят, такие комбинации, манипуляции, получение кредитов и так далее. Ну да, вот банкам-то как бы получается все равно, так как у них деньги-то все равно остаются в банке, да, а человек остается со своей проблемой один на один. Вот как ему быть вообще, что ему делать, если он попал в вот такую ситуацию? Что ему делать? Естественно, это сразу необходимо заблокировать свои карты, не осуществлять больше никаких телефонных операций, если такая ситуация произошла, и обращаться в правоохранительные органы. У нас есть в Якутии, ну, естественно, в стране, значит, положительные примеры раскрытия этих преступлений. По прошлому году раскрываемость IT-преступлений у нас составила 33%. То есть, ну, грубо говоря, так, каждое 3-е преступление раскрывается.
Но, тем не менее, с учетом дислокации этих преступных сообществ и организованных преступных групп, как правило, за рубежом, применение ими современных технологий, подменных номеров, криптовалют, когда легализация денег происходит через криптовалюты, которые фактически невозможно потом отследить финансовый след, эти преступления очень и очень тяжело раскрываются. Практически, вот, когда речь идет о таких крупных группировках, системы защиты не позволяют. В прошлом году правоохранительным органам Якутии удалось раскрыть и направить в суд уголовное дело по группировке, которая дислоцировалась как раз в Украине, но в суд пошли уголовные дела в отношении лиц, которые занимались обналичиванием денег и переправкой их уже туда, за рубеж. Это жители наших двух столиц, Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, которые за свой процент занимались именно обналичиванием. Сами организаторы, конечно, это по понятным причинам этой деятельности находятся сейчас в розыске, хотя фамилии их известны. Более-менее такие мелкие локальные центры, допустим, у нас был вскрыт такой колл-центр во Владивостоке в прошлом году, когда лица, так скажем, не совсем технически подготовлены, такие преступления раскрываются. Здесь сотрудники Министерства внутренних дел, уголовного розыска, подразделения, специальные технические подразделения отрабатывают, такие преступления раскрываются. Вот. Но это касается именно вот таких, грубо говоря, ситуаций, когда человек вчера освободился из колонии и по старинке взял телефон, и со своего телефона на свою банковскую карту получает эти переводы. Соответственно, конечно, все отследить возможно. Когда уже идет законспирированные, технически подкованные организации, здесь процесс весьма затруднителен, раскрытие этих преступлений. А какая вообще уголовная ответственность предусмотрена за такое мошенничество? Максимальная уголовная ответственность, когда речь идет о потере крупных сумм, это статья 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, до 10 лет лишения свободы. Естественно, мы ориентируем суды именно на реальные сроки по такой категории, когда у нас много потерпевших, социальный статус потерпевших, и суды идут навстречу. Ну вот еще раз про раскрываемость хочу спросить. Вообще, какова сейчас статистика какая-нибудь есть по раскрываемости? Да, в целом, вот как я сказал, 33,4% по прошлому году у нас было раскрыто. Это, в принципе, выше показатель, чем в Российской Федерации и в Дальневосточном федеральном округе, где раскрываемость порядка 24%. То есть у нас этот процент за счет именно раскрытия вот таких нескольких организованных преступных группировок, он в этой категории достаточно высокий. Хотя мы все понимаем, что такое 33%, это всего лишь каждое третье преступление. Ну, то есть должны быть, наверное, какие-то законы, да, которые могли бы повлиять на эту ситуацию. Да? То есть государству надо защищать своих граждан от мошенников. Ну, я надеюсь, что это в скором времени разрешится. Вот буквально недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что ну, давайте сделаем все, чтобы люди не страдали. То есть вот эту фразу он буквально недавно озвучил в ходе отчета Центробанка и поддержал предложение об обязанности банков информировать о полной стоимости кредитов и возвращать похищенные мошенниками деньги. Вот какие вы рекомендации могли бы дать, чтобы беречь от таких преступлений и не стать, вот самое главное, жертвой злоумышленников? Еще раз повторим для нашего населения, чтобы поняли. Еще раз, рекомендация одна. Да, отказаться от каких-то выгодных предложений, которые, на взгляд, звучат, вот купить товар по выгодной цене или легко как-то заработать деньги. Да, экс нихило нихил, из ничего ничего не бывает. То есть надо понимать, что нельзя на пустом месте заработать там крупную или мелкую сумму, всегда надо потрудиться, чтобы заработать какие-то деньги. И вот часто у нас вот люди, которые решили на бирже поиграть, заработать вот так вот, они в итоге, конечно, теряют. Этот пример вот с пенсионером, он, конечно, очень печальный. И вот мы, когда в прокуратуре с людьми общаемся, у нас есть такая практика, вот, когда крупные суммы приглашаем, ну, видно, что человек в очень тяжелом психологическом состоянии, и вот убеждает, что жизнь не потеряна. Поэтому не надо соглашаться на такие, скажем, авантюрные предложения.
Это первое, да. А второе, то, что я вначале сказал, когда поступает информация о том, что ваши деньги в опасности, смело, еще раз говорю, телефонную трубку положили, остыли. Значит, если все-таки продолжаете переживать, наберите телефон реальный банка и уточните, есть ли какие-то либо проблемы с моим счетом или оформляет ли сейчас на меня кредит. Вот. И даже если вы это не сделаете, еще раз говорю, если этот процесс происходит без вашего участия, это ответственность прямая банка. То есть финансовые потери понесет банк. Вы в данном случае не будете платить. Но если вы уже пошли в процесс и получаете или онлайн-кредит, или непосредственно получили кредит и его перечислили через банкомат на неизвестного вам человека, соответственно, гражданское законодательство возлагает в данном случае ответственность на человека, который распорядился фактически своими денежными средствами. Вот эксперты сейчас говорят, что мошенники стали менять номера телефонов на международные, да? Вот даже по данным операторов связи с начала 2023 года больше всего нежелательных звонков было из Японии, даже из Кореи, из Казахстана, вот, Турции и Лихтенштейна, да, но визуально схожие с российскими, говорят. Вот скажите, мошенники могут вообще вот менять номера, там, и как проверить, что этот номер не оттуда, откуда надо, куда сообщить о телефонном вообще вот мошенничестве? Современные технологии, они позволяют произвести звонок, и этот звонок может быть определен как из Японии, из Турции, из любой другой страны мира, но реально человек, который осуществляет этот звонок, он может, опять же, находиться в любой точке мира. Это так называемые звонки через интернет-приложения с программами защиты, когда невозможно установить, так скажем, геолокацию местонахождения звонившего. А цифры выдаются любой другой стороны. Что касается звонков через сотовых операторов, так скажем, называемыми подменные номера, то в последнее время Генеральная прокуратура Российской Федерации и, соответственно, прокуратура субъектов проводят очень масштабную работу по выявлению трафика прохождения этого номера, и предусмотрена административная ответственность, если оператор сотовой связи пропускает неизвестный номер из-за рубежа. То есть, если сейчас обратили внимание, зачастую поступает звонок, либо он сбрасывается тут же, либо когда вы отвечаете, разговор не происходит. То есть это как раз работают операторы сотовой связи, которых законодатель обязал внедрить технические системы, отсекающие номера, поступающие из-за рубежа, так скажем, так называемые подменные телефонные номера. Да, и там достаточно серьезные штрафы предусмотрены и административная ответственность. Но опять же, преступный мир на месте не стоит. Сейчас, последние буквально месяцы, идет увеличение звонков через приложение. То есть через WhatsApp. Иконочка ВТБ, Сбер, и человек начинает общение, понимая, что он общается с сотрудником реальной организации, хотя это не так. То есть вот таких звонков именно через телефонные номера, благодаря вот этой проводимой работе, их как-то объективно становится меньше. А куда вот позвонить человеку? Допустим, он стал жертвой. Дежурную часть органов внутренних дел. Ваше сообщение будет принято, направлена следственно-оперативная группа, и как по любому преступлению начнется отработка. Ответственность за мошенничество предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. При отсутствии отягчающих обстоятельств преступнику грозит до 2 лет лишения свободы. Если же мошенники действовали группой лиц или от потерпевшего обманом получено не менее 10 тысяч рублей, то до 5 лет лишения свободы. Кроме того, преступников можно обязать вернуть полученное обманом, а также возместить моральный вред. Вот в начале года, да, президент страны Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 июля рассмотреть возможность создания механизма выплаты банками и кредитными организациями компенсации гражданам, у которых мошенники украли деньги со счетов. Вот, об этом говорится в одном из поручений. Это у нас есть на сайте, опубликован на сайте Кремля. Может любой гражданин зайти и посмотреть, и удостовериться. Надеемся, что как-то государство все-таки будет защищать своих граждан. Да? Вот. И вот вопрос, как вообще вот
решить все-таки этот вопрос? Как вы думаете вообще, ну, понятно, что человеку нужно самому понять, что это звонит мошенник, да, положить там трубку, мы говорим, очень просто, или подойти там в банк, или перезвонить. Помимо этого, что еще нужно сделать вообще? Вот вы все-таки проводите профилактические работы, да, но народ все равно же не понимает, что вообще нужно, как думаете? Ну, что касается тех мероприятий, которые мы можем здесь на своем уровне в Якутии сделать, это, конечно, профилактика этих преступлений, и работа по профилактике, она идет достаточно серьезная, начиная от нашего сегодняшнего с вами беседы и заканчивая объявлениями на обороте квитанции платежки за ЖКХ. То есть здесь работа идет, но, как вы правильно сказали, что люди все равно, вот, с кем мы разговариваем в прокуратуре, они поясняют, что да, мы знали, что действуют телефонные мошенники, но не всегда знают все способы. Способы все время развиваются. Может быть, здесь важно нам вот разговаривать, раскрывать эти способы. Если у нас вот получится снять наших потерпевших, чтобы они также в эфире рассказали вот о механизме того преступления, где они стали жертвами, то это было бы очень хорошо. Но что касается федерального законодателя и мер как бы компетенции федерального центра, если эти инициативы будут законодателем поддержаны, это очень, конечно, хорошо. Но еще раз здесь сомнительно, потому что здесь фактически идет распоряжение гражданина своими денежными средствами. То есть он получил кредит, у нас люди не ограничены в получении кредита, а дальше как он ими распорядился, да, по полученными суммами. Поэтому здесь, конечно, какой-то, наверное, вопрос возникнет. Другой вопрос — интернет. Без него современная жизнь, наверное, никуда не денется. То есть насколько возможен контроль в интернете. Интернет, он, во-первых, прозрачный, чтобы осуществлять там какую-то деятельность, должен быть официально зарегистрирован и именно под своими анкетными данными, и определенный контроль государства за этим. Ну, соответственно, когда речь идет вот о таких мероприятиях, здесь всегда, конечно, какой-то идет спор, да, ограничение каких-то гражданских прав, даже когда это обосновывает противодействие преступлениям, либо когда совсем у нас все свободно, ну, вот, соответственно, такие факты мы получаем. Ну да, то есть 5 минут разговора с мошенником может стоить кредита на всю оставшуюся жизнь. А у кого-то и целую жизнь. Вот именно. Спасибо, Сергей Анатольевич, за столь интересную беседу и что приняли участие в нашей передаче. Надеюсь, наши граждане поймут наконец-то, что все-таки звонит мошенник или нужно перезвонить, да, все-таки какие-то выводы сделают. Спасибо большое. Вот. Итак, еще раз повторюсь, неожиданный звонок или СМС незнакомца, кем бы они ни представились, сотрудником банка, полиции или магазина, это уже повод насторожиться. Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на сайте кредитной организации или банковской карте, и уточнить причину звонка. На этом на сегодня все. Будьте внимательны. Всего хорошего. Если вы попали в спорную ситуацию и хотите стать участником нашей передачи, то отправляйте сообщение по указанному адресу электронной почты и номеру телефона.